Даже в условиях, когда вся культура в республике почти свернулась и перешла на дистанционный режим, есть места, где люди могут приобщиться к музыке, в том числе в очном режиме. Одно из таких немногих выживших в условиях пандемии мест – кружок народных инструментов «Дембелдей». Музыка жива, в этом убедился наш корреспондент. На кружке «Дембелдей» музыкальный образ создают таким, каким его хотят видеть. Занятия индивидуальные, и каждый ученик выбирает любой понравившийся ему инструмент и начинает занятие. Дети учатся выразительному исполнению музыкальных произведений, которые должны быть осмысленными и прочувственными. Амине Кужугет 12 лет, играет месяц, а уже предпосылки к правильной игре на игиле, потому что есть желание и, видимо, талант. В будущем хотела бы стать артисткой какого-нибудь ансамбля, а пока уроки в кружке «Дембелдей». Я увидела видео про то, как играли на национальном тувинском инструменте, который называется игил. И мне очень понравилось, и я решила... Я попросила маму, чтобы меня записали сюда, и я стала играть на этом национальном инструменте. За 4-5 занятий азы осваиваются, и ученики могут перейти к выбору инструмента. Выпускник Кызылского колледжа искусств Мерген Херел преподает 3-й год и имеет особый подход к каждому ученику. Конечно, поначалу всем сложно. Таланты и способности у всех разные, но при старании каждый входит в ритм и осваивает навык. Работа педагогом мне нравится. На сегодня у меня 9 учеников, и все молодцы. Владение именно тувинскими инструментами – приоритет в работе кружка. Со временем навыки могут принести успех, в том числе на выступлениях за пределами республики. В Туве желающих играть народную музыку много, их просто нужно хорошо обучить. Кружок работает 3-й год. Сейчас у педагога 9 воспитанников. Ходят и дети, и взрослые. Когда все учреждения культуры из-за пандемии сворачивают деятельность и концерты, такие кружки пока не закрыты. Это хорошая новость для желающих приобщиться к миру музыки. Далма Ундар, Чаржол Тюлюш, Вести ТВ.